Добрый вечер. В прямом эфире новости. В студии работает Кира Каниболоцкая. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. И коротко о главном. Безопасность на дорогах. На казахстанских трассах установят камеры для фиксации средней скорости. Какие еще новшества ждут водителей, рассказали в правительстве. История в истории. Самый большой музей страны отмечает свой первый юбилей. Покажем. Держать удар. Казахстанские боксеры продолжают биться за медали на Олимпийских играх. Как обстоят дела у наших мастеров кожаной перчатки? Об этом и многом другом уже через несколько секунд. И обо всем по порядку. В Алматы задержан подозреваемый в пожаре и двойном убийстве, в результате которого погибла пожилая пара, а 3 семьи остались без крова. По информации городского департамента полиции, создана следственная группа, проводятся экспертизы. Напомню, что в ночь на 27 июля в одном из домов барачного типа на улице Мамина-Сибиряка произошел взрыв. Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили обгоревшие тела 2 человек, пожилой пары. В ходе экспертизы установили, что они погибли не от взрыва, а от ножевых ранений. В дежурные сутки был установлен подозреваемый и задержан. Им оказался знакомый дочери погибших, который в ходе словесной перепалки, неприязненных длительных отношений, возникших с потерпевшими, нанес смертельные ножевые ранения и с целью сокрытия следов преступлений поджег дом. До конца года в Алматы будет спроектировано 11 новых центров первичной медико-санитарной помощи и поликлиник. А в текущем году завершится строительство 4 центров ПМСП и предусмотрен капремонт 12 поликлиник. Об этом доложил главе государства аким города. Кроме того, Ербулат Дусаев сообщил об увеличении числа экологичного общественного транспорта. За счет средств местного бюджета до конца года будут закуплены 600 газовых автобусов, 100 электробусов, 112 троллейбусов, а также полностью обновлен троллейбусный парк. Доложено президенту и о выполнении его поручений по созданию резервной системы водоснабжения. Уже завершено строительство и введены в эксплуатацию 6 новых скважин и 1,5 километра магистрального трубопровода. Об актуальных вопросах отправления правосудия, мерах по дальнейшей модернизации и цифровизации судебной системы рассказал главе государства в ходе встречи в Аккорде председатель Верховного суда. Асламбек Миргалиев отметил рост количества примирительных процедур по гражданским и административным делам. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, обеспечения верховенства закона и повышения доверия к судам. Принять комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции и содержании автомобильных дорог поручил премьер-министр страны на заседании в правительстве. Также Ужас Бектенов отметил плохую мобильную связь на междугородних трассах в Казахстане, в связи с чем граждане, попавшие в ДТП, не могут вызвать экстренные службы. Какие еще меры будут введены, чтобы повысить безопасность на дорогах, узнавала Алина Быржанова. Больше 2000 человек ежегодно гибнут в стране в результате дорожно-транспортных происшествий. Еще порядка 20 тысяч получают различные увечья. Печальную статистику на заседании правительства озвучил министр внутренних дел Ержан Саденов. Количество ДТП, по его словам, ежегодно растет. И одна из главных причин – состояние инфраструктуры. Лишь 3% республиканских дорог соответствуют требованиям безопасности. На загородные трассы приходятся почти все тяжкие ДТП по причине состояния дорог. Выявляем их в ходе аудита дорожной безопасности. С начала года выдано более 24 тысяч предписаний. Наказано 3500 должностных лиц. За невыполнение обязанностей ежегодно расследуется порядка 15 уголовных дел. Однако это не снижает аварийность. Хуже всего ситуация в Улутау, Четысу, Североказахстанской, Актюбинской и Алматинской областях. К примеру, в Карагандинской области за 2 недели на одном участке трассы произошло сразу 3 ДТП, в которых погибли 9 человек. В Актюбинской области одна и та же яма стала причиной сразу 2 аварий. При этом ремонтные работы, если и проводятся, то с большими задержками и нарушениями. На незавершенных участках отсутствуют дорожные знаки, информационные щиты и разметка. Либо предупреждающие знаки устанавливаются с нарушениями, не всегда видны для водителя. Это становится причиной аварии. Поручаю принять комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции и содержании автомобильных дорог, а также усилить контроль за строгим соблюдением стандартов при строительстве и ремонте дорог.
Еще одна причина участившихся аварий – халатность водителей. Многие попросту игнорируют ПДД, выезжают на встречную полосу, не соблюдают скоростной режим, садятся за руль в нетрезвом виде. Бороться с такими лихачами в стране намерены ужесточением законов. К примеру, вводится запрет на самостоятельную подготовку к сдаче прав, обязательный учет автошкол, а также понятие средней скорости автомобиля. Парламент сенатында орташа жылдамдык. На рассмотрение Сената парламента Республики Казахстан представлен проект закона о внедрении средней скорости на республиканских дорогах. Его принятие запланировано на октябрь. Сейчас совместно с Генпрокуратурой и МВД прорабатывается механизм наложения штрафов. До принятия закона планируем полностью завершить интеграцию. В завершении глава Кабмина поручил профильным ведомствам проанализировать причины аварийности в каждом регионе. Олжас Бектенов отметил, необходимо создать безопасную инфраструктуру, усилить надзор за дорожным движением на особо опасных участках, а также упорядочить работу частных такси и агрегаторов, особенно на междугородних маршрутах. Алина Боржанова, Айдос Медельбеков, Хабар. Еще один незаконно построенный объект сносят в Алматы. Жилой комплекс в микрорайоне Иргенсай попал под снос в результате судебных разбирательств. Об этом сообщили в Управлении градостроительного контроля Алматы. В ходе проверки выявлено отсутствие разрешительных документов на 3 земельных участках. В рамках усиленного контроля над незаконным строительством только с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 40 таких объектов. В Шымкенте готовится к сносу Дворца культуры «Фосфорник». Специалисты пришли к выводу, что объект не выдержит реконструкции. Он был построен на стыке 70-х и 80-х годов прошлого столетия. После закрытия фосфорного завода здание было приватизировано и переходило из рук в руки. Объект оставался без должного присмотра. Вандалы разбирали его по кирпичикам, вынося арматуру и внутренние перегородки. В прошлом году Дворец культуры передали на баланс городского акимата. Демонтировать его планируют на следующей неделе. На его месте возведут досуговый центр. Был заказан новый проект, и в этом проекте максимально придерживается и поддерживается исторический фасад и функционал. И, во-первых, во-вторых, это будет сейсмоустойкое, надежное новое здание. И для молодежи, и для деток, и для пожилого возраста это будет функционал полностью сохраняться. А в Атырауской области продолжается работа по ликвидации последствий паводка. В городе Кульсаре Жилуойского района идет строительство нового микрорайона. Там возводят 100 домов. Они обошлись в 3 миллиарда тенге. 2 миллиарда перечислил фонд Казахстан Халкына. Остальные выделили из областного бюджета. Площадь 4-комнатных домов составляет 100 квадратных метров. На объекте работают 8 подрядчиков. К жилому массиву полностью подведена инженерная инфраструктура. Электричество, канализация, газ и вода. По заверению местных властей, дома сдадут к 1 сентября. Также в новом микрорайоне будет современная школа на 2000 мест и детский сад. Сейчас градостроители работают над проектно-сметной документацией социальных объектов. Строительство 80 домов из 100 профинансировал фонд Казахстан Халкына. На возведение остальных 20 выделили деньги из областного бюджета. Подрядчики придерживаются заданных темпов строительства. Необходимые материалы им поставляют вовремя. Строительные материалы в основном местные. Свыше 1500 переселенцев в этом году выбрали новым местом для жизни Северо-Казахстанскую область. Региональная квота предусматривает возможность до конца года принять 2700 жителей южных регионов и 200 кандасов. На это из республиканского бюджета выделено более 3 миллиардов тенге. В гостях у одного из переселенцев побывала наша съемочная группа. Нурбалат Лесбек переехал на север страны 3 года назад. Мужчина намеренно променял зной Туркестанской области на северные морозы. Перебрался в область с семьей, получил дом, пособие и начал искать работу. Пока супруга устраивалась учителем в школу, сам глава семейства решил открыть автомастерскую. Север мне нравится, погода прохладная, каждый должен действовать сам. Не стоит полагаться на кого-то или на государство. Если ты приехал с намерением, нужно работать. Не нужно сидеть и ждать, что все само решится. По итогам прошлого года по программе переселения освоено более миллиарда тенге. Почти 400 семей получили сертификат экономической мобильности, который дает возможность приобрести квартиру с 50% субсидированием государства. Также в область в текущем году переехало более 100 кандасов.
Кандасам оказывается материальная помощь на переезд в размере 70 МРП на каждого члена семьи, субсидия на аренду жилья. Кроме того, предоставляется сертификат экономической мобильности. Сертификат экономической мобильности можно использовать для покупки жилья, для строительства жилья или для первоначального взноса для покупки жилья. В текущем году этой возможностью воспользовались 162 семьи. Для новоселов в регионе определены около 200 населенных пунктов. В каждом из них есть поликлиники, школы и рабочие места. За последние годы в Северо-Казахстанскую область переехало 11 тысяч человек. Тем временем регион ощущает нехватку в 7 тысячах специалистах. Это кадры в сфере медицины, образования и сельского хозяйства. Наталья Волкова, Тулиген Иманов, Северо-Казахстанская область, Хабар. Сотни человек приняли участие в экоплогинге в Алматинской области. Мероприятие прошло в рамках акции «Таза Казахстан». Оно преследует сразу две цели. Это пропаганда здорового образа жизни и забота об окружающей среде. Молодежь и волонтеры в ходе забега собрали мусор на поляне Аблайханы и очистили берег озера Бурабай. В целом, с начала акции «Таза Казахстан» в области из 550 населенных пунктов вывезено почти 80 тысяч тонн мусора. Главная наша цель – улучшить экологическое состояние и очистить от мусора природные территории. Здесь принимают участие волонтеры с нескольких районов. Не случайно эту акцию мы проводим в Бурабае. Это центр притяжения туристов и одно из самых популярных мест в нашей стране. Самому большому музею Казахстана, национальному, в этом году исполнилось 10 лет. Он был открыт 2 июля 2014 года. И тогда, и сейчас он остается грандиозным архитектурным сооружением, одним из самых знаковых объектов Астаны. Ведь в нем хранится душа народа, его история и традиции. С чего начинался национальный музей, вспоминала Назия Туякова. Монументальный, величественный, грандиозный. С самого начала он поражал воображение своими масштабами. Но мало кто знает и помнит его другим, таким, как на этих фото. Вот здесь фактически голая степь. Контуры будущего музея лишь угадываются. Потом стройка расширялась. Музей обретал всем знакомые черты. Его возводили целых 5 лет. Сама идея формирования такого объекта прозвучала в 1998-м. Открыли же его спустя 16 лет, в июле 2014-го. Наш маршрут выстраивался по вот этим сварочным работам. Мы перепрыгивали эти площадки. Вот на руках у нас или вот наших, значит, специальных устройствах находились экспонаты. Формировались фонды Национального музея из фондов разных музеев, которые были расформированы. Батеш Акпасова в Национальном музее с самого его основания. Она возглавляет службу фондовой работы. Это та самая служба, которая отвечает за комплектование, учет и непосредственно хранение артефактов, а их около 200 тысяч. Вот сейчас в этом хранении находится вот таких 14 или 15 мобильных стойков. Ими нужно управлять, они двигаются в разные стороны. Сделаны из прочного металла, несгораемого. А внутри хранилищ все строго и аккуратно. Музейные экспонаты, в частности картины, хранят как в лучших музеях мира. Если представить, что хранилище – это сердце музея, то здесь однозначно бьется самое сильное, самое большое сердце музейного Казахстана. Ведь тут хранится наибольшее количество экспонатов во всей стране. Общая площадь фонда хранилищ достигает 5000 квадратных метров. Каждый музей – это вечное движение экспонатов, ведь их нужно не просто хранить или выставлять в экспозициях, а еще реставрировать, консервировать, отправлять на выставки в другие музеи. А еще здесь часто встречают гостей – чужие артефакты. Все выставки, которые проходят, это контакты. Нас знают в мире искусства, и у нас теперь прямые контакты, и не только с миром вот нашего как бы евразийским, да, но с миром западноевропейским, с миром американским. Выставки, которые начинались, я была к ним причастна. И я видела недоверие. Вот когда мы первый раз только приезжали там, к Петровскому, директору Эрмитажа, и он говорил, сколько лет вашему музею? 3 года? Ну, это несерьезно. Я понимала его недоверие, потому что это же живопись, как ее? Тут нужны специалисты, тут нужен профессионализм. Но они поверили нам, и наш музей отлично справился. Национальный музей Казахстана принимал у себя уникальные в мире искусства предметы. Здесь была и легендарная терракотовая армия императора Цин Ши Хуанди из Поднебесной, и 50 шедевров знаменитой Третьяковки, и артефакты из Петербургского Эрмитажа, и работы французского исполина в мировой живописи Поля Гогена. И прямо сейчас там доступна к просмотру картина великого да Винчи, шедевр, который художник эпохи Возрождения написал на пергаменте всего однажды в своей творческой биографии.
Национальный музей имеет огромное значение для страны, не только столицы. Но радует, что коллектив музея не почивает на лаврах, а постоянно работает над пополнением коллекций, над приумножением фонда хранилищ. Прошло 10 лет, а он по-прежнему поражает воображение своими масштабами, а общая площадь музея превышает 70 тысяч квадратных метров, своим огромным коллективом, это свыше 400 человек, и своими экспонатами, каждый из которых бесценен с точки зрения культуры и истории. И потому это больше, чем просто музей. Это душа и сердце народа, его история и величайшее прошлое. Зяту Яков, Мухаммед Али Тильдабаев и Хайрат Актуреев. Хабар.